Как правило, мы очень много говорим о том, что нужно беречь уникальную природу нашей страны, гордимся ею и при любом удобном случае подчеркиваем, что такой красоты нигде в мире больше нет, что вполне справедливо. Но в то же время стоит выехать на несколько километров за город, и неописуемой красоты горные пейзажи портят то тут, то там валяющиеся пластиковые пакеты и бутылки, оставшиеся после пикника. И если в знаменитом романе братьев Стругацких предполагается, что наследили пришельцы, то в нашем случае это мы сами, к сожалению. В эфире программа «Алатау Лайв», в эфире Нурбек Иманов, и о том, какая информационная и другая работа ведется для сохранения нашей природы, мы поговорим с директором Департамента биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Эмилем Ибраевым. Здравствуйте, Эмиль Бекбоевич, Здравствуйте. добро пожаловать к нам в студию. Эмиль Бекбоевич, вот мы начали с того, что мы много говорим, много декларируем о том, что какая у нас прекрасная природа, что ее нужно беречь и сохранять. Реализуется множество программ по сохранению нашей природы, но тем не менее на уровне вот нас, граждан, людей, живущих в этом прекрасном месте, мы почему-то не всегда относимся столь трепетно для того, чтобы сохранить эту природу, и даже где-то беспечно, что, вот, на мой взгляд, в скором времени может привести к экологической катастрофе даже возле нашего города, да, возле столицы нашей страны. Расскажите, пожалуйста, какая работа сегодня ведется реальная для того, чтобы донести до сознания наших сограждан, что нужно быть внимательней к своему мусору тому же самому и стараться беречь нашу природу. Здравствуйте. Министерством природных ресурсов на сегодняшний день ведется определенная работа в борьбе с мусором, так сказать. Но вы сами, как сказали, это твердые бытовые отходы, это пластик, всякие там пакеты, бутылки, они сейчас не только в Кыргызстане, а во всем мире являются бичом загрязнения природы. И в том числе в нашей стране это. Министерством сейчас ведется работа, особенно последним указом президента в области улучшения экономической ситуации Иссык-Куля. Сейчас предусматривается строительство 2 перерабатывающих мусороперерабатывающих заводов. Кроме этого, сейчас частные инициативы поддерживаются. Например, Изумруд, такое мелкое перерабатывающее предприятие открывается, которое в день перерабатывает до 40 тонн мусора. Там идет сортировка и выпуск вторичных продукций. Кроме этого, вы сами знаете, что вокруг озера Иссык-Куль не только наши, даже иностранные туристы жалуются, что нет элементарных бытовых условий, туалета или чего-то там. Но в данном случае сейчас уже готовится с Министерством транспорта, идет переписка. Вы знаете, что там есть остановки возле трассы, которые раньше использовались Минтрансом для осмотра машины или этого. И вот идея есть такая, чтобы их переоборудовать, привлечь инвесторов, чтобы там было культурные такие места отдыха, где может человек остановиться, исправить свои нужды и такие вещи. Но в целом, это основная из задач нашего министерства, и в том числе нашего департамента. Но в отношении особо охраняемых природных территорий, это не секрет, все знают, что наши местные посетители, особенно посещая такие наши уникальные места, как Аларча, Сарчелек, Иссык-Куль, оставляют свои мусоры там. Видите как, это уже нужно этим бороться на уровне менталитета. То есть мы должны работать в школах, садах, среди местного населения. Определенная работа проводится. Это марш-парки проводят наши особо охраняемые природные парки и указывают на борьбу с мусором. Но у нас все-таки имеются нерадивые граждане, которые бросают свой мусор, где там отдыхают. Я думаю, необходимо ввести какое-то законодательное такое
обязательство, что ли. Если человек где-то отдыхает, то он должен забрать свой мусор. Ну, разработать, может быть, какие-то правила поведения в таких местах. Но мы над этим работаем сейчас и думаем, скоро будут какие-то результаты. Угу. Тут, как мне кажется, есть две, может быть, не проблемы, но явления, да, какое можно наблюдать у нас в стране. И одним из, может быть, инструментов для вот информационного, ну, давления, да, пусть это не очень хорошее слово, это играть на чувстве, может быть, гордости наших сограждан. У нас же очень много граждан, которые любят бить себя в грудь, говорить, какой мы древний народ, какая у нас прекрасная страна, а вот во всем остальном мире все не так хорошо, как у нас. Но при этом часть этих же граждан даже не задумывается о том, что, выезжая на пикник, вот буквально вот сюда, в Аларчу ту же самую, оставляют после себя огромное количество мусора, и почему-то у них в голове вот не щелкает, что вот этот пластиковый пакет, он будет не просто портить вид, он нарушит экосистему уникальную этого места, или там пластиковая бутылка. Да что говорить за городом, что происходит, когда у нас в городе люди недостаточно сознательны для того, чтобы донести свой мусор до урны. Но здесь же есть тоже такое отличие, очень важное и очень явное. Если в городе, и это, конечно, тоже нехорошо, но если в городе, если ты выбрасываешь мусор там на улице, то есть там служба тазалык муниципальная, которая может убрать за тобой. И ни в коем случае не поощряю тех, кто так делает. Но стоит задуматься, что в природоохранных территориях, да буквально за городом, никто за тобой мусор не уберет, и этот мусор нужно как минимум забрать с собой и довести до ближайшего там мусоросортировочного или урны, да, какой-нибудь. И вот на этом уровне, например, в тех же школах, возможно ли вот такая работа? Или здесь больше, мне кажется, даже работа с родителями нужна? Потому что именно родители прививают же это. Да, я согласен. И вы сами отметили, что в населенных пунктах есть службы муниципалитета, которые занимаются мусором. Но вы представьте себе, если у егеря там территория 3000 гектаров, и он не сможет убирать за каждым посетителем, правильно же? Вот поэтому у нас сейчас упор делается именно на такие, как вы сказали, информационные кампании, работа с молодежью. И также у нас сейчас есть такая группа «Экотартип», которые, граждане, ответственные граждане, которые болеют за нашу природу, за наш красивый Кыргызстан. Они сейчас организовали такую группу, и они борются с таким мусором. Вот они отмечают, выкладывают в сеть, и это тоже действует, уже действует. И у нас тоже в планах такие есть работы, которые мы собираемся работать с средствами массовой информации, в том числе интернет, и социальными сетями, и, конечно, телевидение и радио. Угу. Еще один момент. Да, несмотря на то, что мы живем там в социальном плане, в не самое простое время и в не самой простой стране, если сравнивать с другими там, западными или восточными странами, но как вы думаете, это же тоже признак страны третьего мира, когда мы вот так беспечно относимся к своей природе, к своим уникальным дарам, которые у нас есть. Потому что в условной Швейцарии или в определенных регионах Китая, пусть они будут туристические или очень охраняемые, или в той же Японии или Корее, сложно себе представить, что люди, выезжая на пикник за город, оставляют после собой огромное количество мусора. И даже иногда вот поражает, что ты выезжаешь куда-нибудь в похожее место, как наша Аларча, выезжаешь туда, а там как будто бы вот даже газон пострижен. И о том, что там где-то выброшен мусор, даже и речи быть не может. То есть жить в стране третьего мира или в стране первого мира, мне кажется, еще очень сильно зависит от нашего самосознания, вне зависимости от социальных или экономических условий. Да, вы правы, но, как говорится, быть бедным и грязным хуже, чем быть бедным и чистым, правильно же? И поэтому мы сами должны понять, что Кыргызстан — это единственный наш дом, и
сохранять его в чистоте и в порядке, это наша обязанность, во-первых. И если ты хоть живешь в бедной стране, но ты должен быть порядочным, чисто содержать хоть свой бедный дом и свое окружение. Мгм. А расскажите, пожалуйста, об инициативе, которая была начата нашим президентом по программе «Зеленое наследие». И, насколько я знаю, чуть ли не каждые выходные проводятся там мероприятия, субботники, где высаживается достаточно большое количество саженцев. Но в той же инициативе, в обращении президент говорил о том, что это не просто нужно, ты приехал, посадил саженец, отметил себе где-то, что с чувством выполненного долга уехал домой, а нужно за этим саженцем еще в дальнейшем ухаживать и добиться того, чтобы этот саженец вырос в нормальное дерево полноценное, которое позволит потом решить определенную часть экологических проблем, которые нависли сейчас над миром. А как ведется вот эта работа? Ну, вы знаете, что изменение климата сейчас очень резко влияет на всю экономику, там, природу, экологию, на все вокруг. И поэтому зеленые насаждения — это один из адаптационных методов, чтобы как-то притормозить вот это изменение климата. И наш президент Садыр Нуркожоевич, который инициировал Жашыл Мурас, это в переводе, ну, что мы оставляем вот для наших потомков, это хорошая идея, это, как вам известно, такую идею еще раньше тоже многие главы правительства тоже начинали. Например, в Китае тоже было такое. Как вам известно, что сейчас везде идут посадки. На сегодняшний день у нас уже по сводкам около 22,5 миллионов саженцев уже посажено. Ну, конечно, сейчас каждый день идет сводки. Это еще в некоторых регионах у нас еще снег лежит, где возможны посадки. Но, несмотря на это, у нас уже проработано вот этот, как вы сказали, результат. Конечно, наши инспектора по районам будут осматривать каждый участок, каждое деревце. И совместно с Айлюкмыту там комиссия будет оценивать результаты посаженных. И будут, конечно, приняты меры по отношению тех, которые халатно отнеслись к своим обязанностям. Тут речь не только в том, чтобы, как вы сами сказали, посадить, но еще нужно подумать так, чтобы она выросла. Вы знаете, что у нас много скота сейчас, потравы могут быть, поэтому охрана и содержание их тоже должно быть ответственностью каждого человека. Вот если мы 6 миллионов хотим посадить за каждого человека, каждый человек должен болеть за этот саженец. Если даже это не его, он должен пойти там, если скот съедает, отогнать его или или полить. Но я думаю, эта инициатива так была вовремя поднята, что ни один человек не сказал, что это плохо или чего-то. Все понимают, что это надо делать, что это принесет хороший результат. И в дальнейшем, я думаю, тоже отношение людей будет улучшаться к окружающей среде. Угу. А по поводу скота и выпаса скота, это тоже определенного рода серьезная проблема, да, для наших высокогорных, уникальных, опять же, пастбищ. Какая работа ведется вот с теми животноводами, которые, вот, я не говорю про всех, да, но тем не менее есть тоже, которые достаточно беспечно относятся в угоду там, в погоне за прибылью своей, и тем самым уничтожают буквально там те же пастбища, а восстановление этих пастбищ — это непростое дело, там трава сама по себе не вырастет же. Ну, это общеизвестно, что у нас не ведется ротация пастбищ. У нас некоторые дальние пастбища остаются неосвоенными, они туда не доходят. Люди привыкли, что ему ближе дому легче будет управлять своим хозяйством. Но в то же время, если, ну, сейчас идет определенная работа по их отгону на дальние пастбища,
чтобы сохранить средние и присельные пастбища. Совместно с районными властями эта работа уже ведется. Конечно, тут имеет смысл задать этот вопрос самим пастбищедержателям. Это в основном Министерство сельского хозяйства, там Государственное агентство леса есть, ну и частично у нас тоже есть. Но вы знаете, что у нас особо охраняемая природная территория, и там ограничен. Очень в маленьком количестве только мы можем допустить ограниченное количество. То есть люди должны понять, что это территории для сохранения, и там нельзя перевыпасы допускать. А вот по поводу туризма. Сейчас вот близится лето, да, самая активная туристическая пора. И у нас есть достаточно много вот особо охраняемых природных территорий, и часть из них, например, заповедники, но внутри заповедников некоторых есть там рекреационная зона, да, или зона ограниченного ведения хозяйства. Расскажите, пожалуйста, как понять, где что можно делать, потому что, к сожалению, на местах тоже не всегда компетентные люди находятся, и еще чаще встречается, когда ты приезжаешь там, в тот же Сарычелек, да, условный, я сейчас никого не обвиняю, в условный Сарычелек, и там ты можешь там, за определенную плату перейти в зону, куда вообще нельзя переходить. Ну, видите как, у нас закон был принят в 2011 году, закон особо охраняемых природных территорий, но для регулирования всей деятельности вот этих особо охраняемых территорий необходимо разработать кучу подзаконных актов, в том числе и посещение туристов, порядок организации туристической деятельности. У нас закон не запрещает, чтобы туристы посещали там даже ядерную зону, но нужно разработать для этого порядок, как нужно посещать. Во всем мире в российских особо охраняемых уже давно практикуется, когда можно наблюдать за птицами, за теми же леопардами. Там. Это строго установленном время строго следуя там написанным правилам, можно пойти посмотреть и фотографию сделать или это самое. Строго но это, маршрут да, но это не должно повлечь за собой какие-то беспокойства для флоры или фауны. Да? Ну, я имею в виду, если есть тропа, по нему только надо идти. Если там мы знаем, что наши туристы пойдут, там музыку поставят, там отдыхают, там, а тут такого не будет. И кроме этого, у нас сейчас в рамках развития Ошской области в двух парках, Кыргыз-Атай и Карашуро, будет скоро разработан со стороны АРИС разработан проект концепции развития туризма на территории государственных природных парков. Я думаю, это станет основой для цивилизованной реализации туристической деятельности на территории опыта. То есть там будет охвачено все, вплоть до мусора, там, порядка посещения, емкости, сколько человек допускается, сколько транспорта должно быть. И я думаю, это даст нам толчок на тоже экономический рост со стороны туристической деятельности именно через особо охраняемые природные территории. Опять же, вот, не отходя далеко от темы туризма, давайте расскажем нашим телезрителям, да, основной такой традиционный поток, да, в близлежащие природные зоны, он немножко спал, но на протяжении мая и где-то даже в июне, да и все лето, люди будут продолжать ездить в горы, ездить там на вот эти природные зоны, где будут отдыхать, устраивать пикники или там наслаждаться просто природой. Давайте расскажем, кажутся вроде элементарные правила, но мне кажется, не лишним будет напомнить, как нужно вести себя, даже вот буквально там в 2 километрах от города, просто если есть какое-то место у речки, у родника, где мы можем разбить небольшой лагерь и отдохнуть. Вот как нужно вести себя, чего ни в коем случае нельзя делать и с чем нужно быть крайне осторожным? Ну, первое, я бы всем гражданам Кыргызстана советовал, когда вы выходите на какую-то природу, пусть это будет рядом с речкой или какой-нибудь там опушек возле какого-то леса или рядом с домом,
убирайте за собой мусор. И если вы даже там нашли какое-то место, где можно разжечь, что-то приготовить, потушить после себя огонь. Почему? Потому что это у нас тоже бич, эти пожары. Соответственно, вести себя так, чтобы не рвать лишних цветов. Зачем это? Сейчас есть такие средства, можно сфотографироваться и принести, показать. А цветок все равно завянет, пока до дома дойдет. Я думаю, насколько мы больше будем относиться даже к этому цветку, она даст, в свою очередь, семена, и эти же растения у нас увеличатся. А у нас сейчас в списке Красной книги уже каждым годом увеличатся те растения или животные, которые уже на грани исчезновения. Поэтому всех граждан призываю относиться более бережно к своей природе. Угу. Спасибо вам большое за беседу. Я еще раз хочу напомнить нашим телезрителям о том, что кроме нас с вами, о нашей природе, о уникальных местах нашей страны никто не позаботится. И в силах каждого из нас, как минимум, не выбрасывать мусор, забирать его с собой. И если есть такая возможность, то подобрать тот мусор, который там уже есть, потому что есть такое правило, которое называется правило разбитых окон, и человек склонен, просто так мы устроены, да, сорить или докидывать мусор там, где уже есть какая-то куча мусора. Поэтому, чтобы этого не допускать, чтобы не увеличивать размеры этого мусора, нужно его забирать с собой. Это очень важно для сохранения нашей окружающей среды. На первый взгляд это может показаться какой-то мелочью, но брошенная бутылка может нанести огромный вред экосистеме вот этого маленького места, в котором вы отдыхаете. Я напоминаю, что мы говорили о том, какая информационная и другая работа ведется для сохранения нашей природы. Говорили с директором Департамента биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Эмилем Ибраевым. А после перерыва мы поговорим о возобновляемых источниках энергии и зеленой экономике. Оставайтесь с нами.